этой неделе был прекрасный четверг. И вечер четверга, который был у нас здесь молитвенное, прославление Бога было очень много. И вы знаете, я заметил за собой, что иногда я не слушаю даже музыку или песни, гимны не слушаю. Ну, иногда такое бывает. Потому что создается какая-то определенная атмосфера, вот посредством пения, прославления, молитв здесь собравшихся, создается такая определенная, особенная атмосфера, которая не бывает здесь по воскресеньям. Но это особенная молитва, время, когда ты как-то вот по-особенному переживаешь, что происходит с тобой, свои мысли, что происходит вокруг. Ты по-особенному переживаешь, что Бог действительно реально здесь. И Он показывает, что Он здесь. Например, в этот четверг я пришел, голова болела, говорят, какие-то магнитные бури, что ли, были, я не знаю, чего там было. И вот пока ходил, молился, находился в этой молитвенной атмосфере, скажем так. Просто, а где моя головная боль? А нет ее. То есть она и ушла. Почувствовала себя некомфортно. Сказала, нет, здесь не мое место. Здесь место для другого. И ушла. И вот это для меня знак был, что все хорошо, слава Богу, Господь здесь. Эта молитвенная атмосфера, они очень важны для нас. Поэтому слава Богу тем, которые готовятся к этим вечерам. Слава Богу за всех, которые приходят сюда на эти вечера. Господь благословит каждого. И каждый, кто приходит, я верю, если я что-то получаю, то каждый получает. Каждый что-то. Только вот будем искать вот это, войдем в эту атмосферу, как-то вот почувствуем ее, что Господь здесь делает свои дела. Поэтому слава Богу за эти молитвенные четверги. И в субботу вчера был тоже интересный день. У нас, надеюсь, все знаете, у нас библейские курсы идут. И вчера была вторая часть о Слове Божьем. И тоже было очень интересное время, что мы здесь провели, общались, читали, размышляли. Было очень полезно, интеллектуально полезно, какие-то вещи вспомнить, какие-то вещи прояснить для себя. Еще раз убедиться в том, что Слово Божье, вот удивительное дело, Бог свое великое откровение о мироздании, это же откровение, да, вот то, что Он открыл Моисею, как был создан мир. Бог о своем откровении, как Он относится к человеку. Это же великое дело, узнать, а как ты, Бог, ко мне относишься? Как ты смотришь на меня? Что ты думаешь обо мне? Вот такие великие откровения о прошлом, о будущем, о настоящем, обо мне, о народе, об ангелах, о небесных жителях. Вечные свои истины доверил напечатать, как-то изобразить на каких-то тленных вещах. Не вечных вещах. На бумаге, на коже, на папирусе. То, что веками рушится, пропадает. Но Он дал такую способность человеку сохранить это откровение, невзирая ни на что. То, что эта бумага рушится, горит, что этот тростник со временем в прах превращается, кожа исчезает, все, что бы там ни было, камень и тот. На камне не так много писали. Эти глиняные таблички. Все это временное явление. Но Господь чудесным образом сохранил через века и тысячелетия откровение, великое откровение о себе. И это удивляешься. И поэтому приходишь еще и смотришь на себя. Господи, кто я? Я прах. Сегодня есть, завтра меня нет. Но апостол Павел тоже, наверное, удивлялся. Он говорит, надо же, Господь свою славу
поместил в этот глиняный горшок. Это же надо. Бог всю свою красоту поместил в вот этот глиняный сосуд, который не вечен, который тронь его и рассыпается, а там что-то великое храняется. И то же самое здесь. Сейчас у нас носители этих откровений вот такие электронные штучки есть. Ну и они не вечные. Вирус пришел, все съел, ничего не осталось. Но Бог не переживает за это. Он знает Его откровение, Его Слово. Оно пройдет через года, невзирая, что носители этого откровения тленны и временны. Подумайте об этом. Насколько чудесен Бог и как Он доверяет, не боится доверить ценность в руки тленного. И не боится, что эта ценность пропадет. Она пройдет через все года. Его Слово вечно. Аминь. Вот в таких вещах мы разговариваем, обсуждаем. Какие-то приходят новые мысли. Слава Богу. Поэтому призываю вас, не забывайте приходить по субботам. А в эту субботу, это у нас 16 число, да, будет? Будет у нас гость служить. Приезжает наш дорогой брат Юрий Мирославович Микитюк. И он будет служить нам здесь в субботу, словом будет делиться, он готовит это слово для нас. То есть также в 12 часов мы соберемся здесь и будем погружаться в слово. И в воскресенье, воскресное служение в 16 числа он также будет здесь служить. Дай Господь, что слово, которое у него будет для нас, очень важно, и так оно будет. А потом в понедельник и вторник поедем с ним в районы. Подъезд к Визингу. Ждите во вторник. Визинские и Паелские. Поэтому приглашаю вас в следующую субботу. Обязательно к 12 часам подойдите, сделайте свои дела домашние и бегом сюда. И в воскресенье будет прекрасное служение. Вот. И потом в следующую субботу будет тоже библейские курсы. То есть у нас есть возможность учиться, углубляться, возрастать в Божьем Слове. У нас это есть возможность. Аминь. Господь да благословит всех нас. Аллилуйя. О чем мы сегодня с вами будем размышлять и что будем читать? Прочитаю для начала два местописания. Первое местописание – это Деяния апостолов, 10 глава, с 1 стиха. Чуть-чуть оттуда возьмем. Здесь говорится об одном человеке, которого звали Корнилий. Он офицер, он служивый человек, но нетипичный служака, а что-то в нем было особенное. И вот в Деяниях апостолов описывает, Деяния апостолов, 10 глава, описывает этого человека. В Кесарии, был такой город, был человек по имени Корнилий, сотник из полка, который носит название Италийский. Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым и боящимся Бога. И он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. Однажды около 9 часа Корнилию было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал: «Корнилий». Он взглянул на него в ужасе и сказал: «Что, господин?» Ангел ответил: «Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему, как приятный запах жертвоприношения. Пошли людей в Иопию, чтобы они позвали Симона, которого называют Петром. Он остановился у кожевника Симона в доме у моря». Вот мы видим
человека, которого звали Корнилий. Он вошел в историю Библии как человек какой? Благочестивый и боящийся Бога. Что значит слово «благочестивый»? Боящийся Бога. То есть 2 раза боящийся Бога. То есть благочестие к чему относится? К людям или к Богу? Давайте еще раз. Вот здесь сказано, к людям относится, он щедро раздавал милостью, это относится к людям. Но благочестие и боящийся Бога, это относится как бы к Богу. То есть он очень уважал Бога, был религиозным. У него было религиозное чувство, он понимал, что есть Бог, он знал, что ему надо поклоняться, поэтому он совершал молитвы, поэтому он приходил к Богу каждый раз. То есть в этом, и у него, кроме этого уважения и религиозного чувства, была еще особая черта – боялся Бога, боящийся Бога. Вот такая характеристика одного человека. Еще один человек. Лука, 18 глава, 2 стих. Иисус рассказывает притчу. И он говорит, в одном городе был судья, который не боялся Бога и не стыдился людей. Вторая характеристика человека. Судья. Тот Корнилий сотник, офицер, уважаемый человек в обществе. Этот человек, уважаемый человек, судья, судит людей, кого наказнить, кого миловать. Кому штраф, а кому отсидка. Судья. Но какая интересная характеристика для него? Бога не боится и людей не стыдится. Но это, скорее всего, профессиональная, как это называют, профессиональная деформация. Да, такое бывает. Циник. Ему все неинтересно. Я знаю свое дело, буду делать. Но Бог дает ему характеристику. Он меня не боится. То есть вообще ему до лампочки, есть Бог или нет. Я свои дела делаю сам, что хочу, то и творю. У меня есть свод законов, по ним я поступаю. Людей мне тоже не интересно. Я должен быть непревзятым, поэтому не стыжусь людей. Кто бы ко мне ни пришел, мне не интересно. Что сотворил, вот тебе по закону. Иди гуляй. Но это такая характеристика 2 людей. Один благочестивый и боится Бога, второй не боится Бога и людей не стыдится. Какие там милостини, какие там молитвы, ничего такого рядом нет. Он профессионал до мозгов костей и делает свое дело. О чем я сегодня буду говорить, вы уже догадались. О страхе Божьем. Бог приводит 2 человек, у одного есть этот страх Господень, а у второго нету этого страха Господня. Одному Господь отвечает и приносит в его семью великие изменения, а второму мы не знаем. Там он просто исполняет свои обязанности, чтобы отделаться от просителя. Скажите, насколько важно это понятие страх Божий? Насколько это актуально для нас? Как тогда Иисус говорит, он боялся Бога, а этот не боялся Бога. То есть это одна из характерных черт или то, что характеризовало человека, боящийся Бога. Часто ли мы можем охарактеризовать современного человека, говоря, боится Бога? Как часто у нас это определение имеет важность? Это в крайних случаях, когда люди скажут, ты что, совсем страх потерял? Имея в виду страх Божий. Когда уже человек что-то творит, совсем непотребное. Люди в миру даже могут сказать, ты совсем страх потерял? Ты совсем страх не имеешь? Ты что творишь? Какие-то должны быть ограничения.
Что-то же должно тебя сдерживать в твоих поступках. Что? И у людей приходит на ум, страх Божий должен быть. Страх Божий, который ограничивает мои действия. Страх Божий, который ограничивает мои поступки. Страх Божий, который управляет меня в моих отношениях с людьми и с Богом. В Библии множество примеров, где люди, руководствуясь страхом Божиим, поступали так или иначе. Одна история связана с Давидом. Она записана в Первом Царстве, 24 и 26 главах. Первое царство посвящена в основном царю Саулу и его противодействии с Давидом. Давид, молодой человек, любимчик у народа. Люди превозносят его. А Саул уже на закате. И он ревнует. И все его желание истребить Давида. И вот он слышит, Давид где-то со своим отрядом бегает в горах. Саул собирает, 1 Царств, 24 глава, дома придете, прочитайте. Собирает войска, представляете, что? Бегает за Давидом. Саул, царь. Странные времена были. И вот однажды Саул со своими войсками пришел в горную местность, и там так случилось, что случается со всеми нами иногда. Ему захотелось по-большому, скажем так. Он человек, хотя и царь. Но что-то поел с утра. И вот он видит, как бы переносных туалетов нет, ничего такого нет. Он видит пещеру, заходит в пещеру. Понятное дело, он заходит туда один, не со своими войсками, не со своим отрядом, и делает свое дело. Но он не знает, что в этой пещере сидит Давид со своими соратниками. Вот не повезло Саулу. Думай, куда ходить по-большому. И вот он зашел туда, делает свое дело, и соратники Давида говорят: Давид, это сам Бог послал Саула в наши руки. Это же рука Божья, что да, Саул здесь один, без своей охраны, и он не знает, что ты здесь. Сделай шаг, и Саула не будет. Что говорит Давид? Давид говорит: да не будет такого. Я не подниму руки на помазанника Божьего. Подходит тихонечко к плащу Саула, отрезает кусочек. Саул даже не догадался. Вот у него была проблемка-то большая. Он даже не заметил, что его плащ подсокали, отрезали кусман. Все, сделал свой радостный, вышел из пещеры, все полегчало, все хорошо. И ушел со своими войсками чуть дальше, и Давид выходит из пещеры и говорит: Саул, отец мой родной, что ж ты бегаешь за мной псом? Что ты слушаешь тех, которые клевещут на меня? Что я сделал тебе дурного? Ты был сейчас, Бог давал тебя в мои руки. Ты был в моих руках, я мог бы тебя лишить жизни, но я этого не сделал, потому что ты помазанник Божий. Посмотри на свой плащ и посмотри, что я держу в руках. Кусок твоего плаща. Саул, конечно, в слезы говорит: прости меня, сын мой, я такой-сякой нехороший, не буду больше тебя преследовать. Я пошел домой. И пошел домой. На этом, на короткое время, их противление закончилось. Проходит пару лет, а может быть еще меньше. Давиду говорят, Саулу опять говорят: слушай, Давид там не унимается, собирает свой отряд, что-то там ходит, что-то выискивает. Все-таки он не оставил своих мыслей занять твой пост царский. И Саул опять идет за ним. Собирает свой отряд, идет и разыскивает Давида. Устал. Целый день искали Давида, не нашли, устал, прилег, сделали ему шатер,
Он устал, зашел шатер, лег, заснул, и вся его охрана заснула. Давид это видит, спускается, заходит в шатер со своим охранником, и они стоят. Вот здесь Саул спит. Рядом воткнуто копье, у головы кувшин с водой. Охранник Давида говорит: Давид, ну сейчас-то явно Бог дает в твои руки Саула. Вот копье, если ты не хочешь, я пригвожу его с одного удара. Он даже не проснется. Зачем ты, Давид, зашел в шатер? Давид говорит: нет, я не подниму руки на помазанника Божьего. Да не будет этого никогда. Берет копье, берет кувшин, и они уходят. Он уходит, поднимается на склон горы и кричит охраннику Саула: что ж ты так плохо охраняешь своего царя? Как ты можешь спать, когда твой царь, господин, спит? Посмотри в моей руке кувшин твоего царя. Я бы мог его сейчас убить. Царь опять выходит из шатра. Давид ту же речь говорит: батенька, отец мой родной Саул, что ж ты бегаешь за мной? Саул опять слезы, сопли: прости меня, больше не буду, и уходит. Вот два события с жизни Давида. Кто-то может сказать: ну, Давид слабак. Он что, песни поет, на гуслях играет. Ему слабо лишить человека жизни. Но автор первого послания к царству между 44, 24 и 26 главами помещает главу 20, соответственно, 5, да? Где говорится о том, что Давид непрост и очень даже крут. Однажды пастухи Давида, не пастухи Давида, а отряд Давида помогал пастухам человека по имени Навал. Он был богатый человек. У него были огромные стада, у него были пастухи. И вот они как-то пересекались, пастухи, с отрядом Давида и помогали им. Отгоняли от набегов других филистимлян или еще что-нибудь, от зверей, возможно. И Давиду пришло такое время, что ему надо было откуда-то еду, пополнить свои запасы. Он говорит: ну, слушайте, раз вы охраняли пастухов Навала, сходите к нему, попросите у него, может, он даст что, какой-то провиант. Они пошли, приходят к Навалу, говорят: Навал, дорогой, здравствуй. Мы тут немного помогали вашим пастухам, но не в этом суть. Может быть, чуть-чуть дашь провианта, зернышко дашь ли, что-то попить ли для нашего господина Давида? Навал все это послушал и говорит: кто такой Давид? Это тот беглец? А почему я должен ему давать из своего имущества ему провиант? Я ничего ему не дам. Как пришли, так и уходите. И прогнал их очень грубо. А имя Навал, как вы знаете, означает безумец. То есть безумец. Не знаю, почему ему дали, то ли мама с папой дали от рождения, либо же это у него была уже кличка, так сказать, по делам его и по образу жизни его. Бог знает. Но он был Навал, безумец. Его все звали безумец. И он гордился, наверное, этим, своим безумством. Когда Давиду донесли, что Навал так грубо обошелся с его соратниками, он сказал: до захода солнца вы должны вырезать все мужское население или всех людей мужского рода в доме Навала, чтобы до захода солнца там ни одного мужчины не осталось, от мала до велика. И отряд пошел. У Давида не дрогнула рука,
и не дрогнул голос сказать, отдать такой приказ. Сам Навал должен погибнуть. Все в его семье должны погибнуть, мужского рода. Все его работники должны погибнуть. Никто не должен остаться. И отряд пошел исполнять. И у никого не было сомнений, что они это не сделают. И когда услышала об этом супруга Навала, а как звали супругу Навала? Как звали? Авигея. Молодцы. Когда она услышала об этом, у нее не было никаких сомнений. Давид исполнит то, что сказал. Отряд Давида сделает то, что он сказал. Они вырежут всех. Авигея, умная женщина, собирает провиант, собирает зерно, изюм, все, что можно в мешки. И говорит, быстро несите навстречу Давиду. Может быть, он отменит свой приказ. Действительно, Давид видит, подходит поклажа такая хорошая. И говорит, кто это такая? Что это такое? Я слуга, я рабыня твоя. Супруга безумного Навала. Ты уже извини. Он какое имя носит, так и живет. Он по глупости своей не дал тебе провиант. Пожалуйста, прости. Давид это все увидел, отменил свой приказ, забрал все и ушел. Авигея пришла в дом Навала, домой к мужу, ничего не сказала ему. На следующее утро она ему говорит, слушай, Навал, ты бы сегодня уже не был живым, но я отнесла Давиду провиант. Поэтому он отменил приказ, чтобы вас всех не уничтожить. Когда Навал услышал об этом, его парализовало. Несколько дней он лежал парализованный и потом умер. Так закончилась история богача Навала. К чему эта история? Для чего я ее напоминаю? Что спасло Саула и что не спасло Навала? Страх Божий, который был у Давида, спас Саула. Правда же? Страх Божий, который имел Давид, не позволил ему перешагнуть какую-то черту и лишить жизни помазанника Божия. Страх Божий, который имел Давид, 2 раза сохранил жизнь Саула. По какой причине? Давид знал, что это такое поднять руку на помазанника Божия. Он точно знал, что это принесет ему много бед, если он поднимет руку на помазанника Божия. И это сохранило жизнь Саула. И Давид точно знал, что ему ничего не будет, если он покарает Навала за его безрассудные действия. Он не помазанник Божий. И он смело шел, чтобы лишить жизни Навала и всех его домочадцев. Посмотрите, как определяло действия и поступки Давида понимание страха Господнего. Вопрос. Что такое страх Божий? Начало мудрости. Молодец, 5 тебе дневник. Начало мудрости. Что такое страх Господень? Красная черта. Угу. Да. Какие еще версии? Страх Господень. Вообще странное такое чувство, эта вещь, да, ведь? Ее как-то вот надо пережить. Страх Божий. Но давайте методом исключения.
страх Божий приводит нет человека в депрессию? Страх Божий, и человек в депрессняк упал. Все, делать нечего. Господь кругом, Он меня контролирует во всем. Без Него я ничего не могу делать. Приводит ли страх Господень к депрессии? Не должен, правда же? Приводит ли страх Господень к агрессии? На примере Давида мы видим оборот. Да? То есть он сдержал свою агрессию, не позволил тому, чтобы как-то выплеснуть свои отношения негативные к Саулу каким-то образом, что лишит Саула жизни. Является ли страх Божий паническим страхом? Вот прямо тебе накрывает ужас ужасный. Паника кругом. Можете себе представить такое, чтобы страх Божий был паническим? То есть по каким-то признакам я могу говорить, да, это не страх Божий. Если меня накрывает паника, и я имею страх, то это страх не Божий. Это страх человеческий. Чего-то я боюсь, но это не от Бога. Если я сейчас агрессивен, потому что чего-то боюсь, то значит, это не страх Божий, это страх человеческий. Чего-то я боюсь, и чтобы сохранить себя, я проявляю агрессию на кого-то. Как кто-то говорит, лучшая защита – нападение. Почему? Потому что человек что-то боится, на него нападают, и чтобы как бы сохранить себя, он проявляет этот страх, который в нем есть, через агрессию. Если ты в депрессии, потому что чего-то боишься, то не говори, что это страх Божий привел тебя в депрессию. Страх Божий в депрессию не приводит, а это обычный страх, с которым ты не можешь справиться. И на все эти страхи, которые проявляются в агрессии, депрессии и в других каких-то вещах, в панике, на все эти страхи Господь всегда говорил: не бойся. Я выше этих страхов. Не бойся. Когда отец дочки, его звали Яир, пришел к Иисусу, чтобы он успел прийти, пока она еще живая, чтобы она не умерла. Но Иисуса останавливали. Народ останавливал, который хотел послушать, что он говорит. Женщина, которая много лет страдала кровотечением, остановила его, хотя не хотела остановить, то коснулась его краев одежды. Иисус останавливается и разговаривает с ним. Представляете, что происходило с Иаиром? Ну когда уже? Да отстаньте вы от нее. У меня большая проблема, у меня дочь умирает. Он был в полной депрессии. Даже и агрессия у него там была, да и паника там была. Ну что происходит? Когда Иисус увидел, а тем более, когда к нему пришли и сказали: Иаир, успокойся. Не отвлекай Иисуса. Твоя дочь умерла. Вот там был ужас. Там страх проявился во всей красе. И в агрессии к этим людям, которые не дали Иисусу прийти вовремя. И о том, что все напрасно. Зачем он сюда пришел, к этому учителю? Это депрессняк полный. Когда Иисус увидел глаза Иаира, он сказал ему: не бойся, твоя дочь жива. Только веруй. Не бойся, только веруй. В жизни Иаира в этот момент не было никакого страха Божьего. У него был другой страх, человеческий. Страх за дочку, страх за свою репутацию, гнев на этих людей, которые здесь
мешаются ему, а он известный человек, начальник синагоги. Все это было. Когда Петр увидел, какое Господь сотворил чудо, когда они собрали столько рыбы, и понял, кто он такой и кто перед ним стоит. Это не был тоже страх Божий. Это вот депрессия была у него. И когда Иисус это увидел, он сказал: Петр, не бойся. Не бойся. Господь никогда не говорит человеку, который испытывает страх Божий, не бойся. Он говорит: действуй. Тогда как же мы дадим определение, какое же определение дадим страху Божьему? Я написал такое определение. Страх Божий – это данная Богом милость и возможность осмыслить присутствие Бога рядом с человеком, рядом со мной. Это страх Божий, это данная Богом милость. Осмыслить, пережить присутствие Бога рядом со мной. Давид когда-то говорил: Господь, куда я спрячусь от Тебя? Ты везде. Ты в горах, ты в преисподней, ты в море, ты на небесах. Ты где ты? Куда я спрячусь? Ты везде. У Давида было это переживание присутствия Бога везде. Куда бы я ни пошел, ты везде там. И это состояние, осознание присутствия Бога везде, и в том числе рядом со мной, сохраняет меня от многих неправильных поступков. Осознание присутствия Бога дает мне переживать страх Божий. Я думаю, все же были детьми. И как наше поведение отличалось, а сейчас поведение наших детей отличается тогда, когда с ними нету взрослых, а тем более родителей, и как они играются, и как они общаются, и когда рядом с ними их родители. Это же дети два разных существа. Идешь мимо школы какой-то, мат на мате, от такого до такого. Если бы там появилась чья-то мама или папа, этот бы ребенок себе так не позволил разговаривать. Правда же? Если дети дерутся, скажем, или что-то выясняют свои отношения между собой, и вдруг заходит папа, история на этом заканчивается. Люди ведут себя по-разному, когда видят присутствие кого-то авторитетного. Сотрудники в компании начинают себя вести совсем по-другому, когда присутствует начальник. У них разговоры другие, поведение другое, отношение другое друг к другу. Правда же? Я не могу сказать это о церкви. Присутствие пастора как-то влияет или не влияет? Думаю, что никак не влияет. Очень надеюсь, что церковь – это единственное место, где присутствие или отсутствие пастора как-то может повлиять на отношения. Не хотелось бы совсем. Хотелось бы, есть или нет, прекрасные отношения. Но в миру мы видим, как присутствие родителей, присутствие начальника, присутствие кого-то авторитетного сразу меняет поведение, отношения, разговоры присутствующих. Правда? Так же самое работает в отношении с Богом. Когда у человека есть осознанное понимание присутствия Бога везде, и в данном случае здесь, это ограничивает меня во многих поступках, которые я бы сделал, не осознавая присутствие Бога.
Мой рот говорил бы другие вещи, мои руки делали бы совсем другое, и я бы делал совсем другие вещи. И это происходило в жизни Давида. Он знал об этом. И у него было осознанное ощущение присутствия Бога везде. Поэтому это спасло жизнь Саула. Вернее, Саула. Но это хотя одно и то же имя. Это вот как Давид. Господь, это твой помазанник, Саул. Я не могу поступать так, как я хочу. Это твой помазанник. Я не могу принять решение по отношению к твоему слуге. Это твой слуга. По поводу Навала я могу принять решение. Это не твой слуга. И он принимает это решение. Видите, да? Это о чем говорит? Страх Божий помогает нам принимать в конкретных обстоятельствах правильное решение. Ведь для соратников Давида, то, что они оказались наедине с Саулом, это был что? Шанс. Шанс решить все проблемы одним ударом. А для Давида это было что? Это было великое искушение. Если для них это шанс решить этот вопрос, рыба плывет сама в руки к нам, то для Давида это было великое искушение. Это что сейчас? Шанс? Или наоборот, показать, что ты не поддаешься этому? И он понимал в этот момент, это искушение. И я не поддамся ему. А что ему помогло принять это решение? Я не поддамся этому искушению. Только одно – страх Божий. Он не любил Саула. Не за что было его любить. Давид не был пацифистом. Он воевал. Более того, Бог сказал, слушай, у тебя руки по локоть в крови. Чуть не сказал, локти по руки в крови. Да? Он не был пацифистом. Ему убить человека, расплюнуть. Но в данный момент он не может это сделать. Потому что у него есть красная черта, как говорит Николай Александрович, которая называется страх Божий. Вот туда я не могу идти. Знаете, сколько таких моментов в вашей жизни? Как поступить с тем или иным человеком, как поступить с супругой, как поступить с детьми, как поступить с начальником, как поступить с пастором, как поступить в той или иной ситуации. Что это, шанс, который Бог дает, или искушение? Испытание мое. Как ты можешь решить, если у тебя нет осознанного понимания страха Божьего? То есть страх Божий – это не эфемерное какое-то понятие. Страх Божий он есть, имейте страх Божий. А что за этим стоит? Нет. Это очень практическая вещь. Очень практическая вещь в нашей жизни, которая сохраняет нас от многих глупых решений, трагических решений. Необходимая каждый день. Потому что каждый день мы что-то выбираем и что-то решаем. Попадаем в искушение. И что нам поможет? Только страх Божий. То есть это не теологическая идея, страх Божий. Не какая-то теория. Это очень практическое, актуальное на каждый день понятие. Аминь? Вы согласны с этим? Вы всегда были согласны с этим? Или только сегодня? Вы понимаете, да?
Иногда нам кажется, сейчас не актуально говорить о страхе Божьем. Сейчас актуально говорить о милости Божьей, о благодати Его, о всепрощении Его. Это правда. Но для нас самих, чтобы сохраниться от многих глупых вещей, от греховных вещей, от того, чтобы не сделать непоправимые вещи, нам необходим страх Божий. Это еще один инструмент, который Господь дал нам. Для того, чтобы мы в этом мире, на этой земле, были благословением для людей. Что же нам делать? Смотрите. Псалом 33. Давид пишет в 33-м псалме, в 12 стихе. «Придите, дети, послушайте меня, я научу вас страху Господню». Придите, дети, послушайте меня, я научу вас страху Господню. О чем это нам говорит? Если он говорит, я научу вас. Мы можем думать, что это Давид говорит, мы можем думать, что Давид это говорит от имени Бога. Я научу вас. Способность учиться – это какая сфера в человеке? Эмоциональная сфера или интеллектуальная? То есть здесь задействован наш разум. И когда Давид говорит, дети, послушайте, а мы все дети, придите ко мне, я научу вас страху Господню. Это значит, это не эмоциональная сфера. Этому можно научиться. Этим можно овладеть. Это можно осознать. Это можно понимать. Если сказано, в этом надо научиться, этому научиться, в этом возрастать нужно. То есть это не эмоция. Ой, страшно, страшно. Это то, что касается страхов этих человеческих. Когда страхи человеческие, страх темноты, страх высоты, страх тесноты, страх воды, страх земли, страх людей, страх животных, все что угодно. Это больше, я так думаю, я не врач, не психолог, не психиатр, может, они поправят, но это больше как будто эмоциональная сфера. Когда Бог говорит о страхе Господнем, Он говорит, научил я этому вас. То есть это вопрос нашего разума, нашего интеллекта. Это осознанное состояние. Я осознаю присутствие Бога в моей жизни. Я осознаю, что Бог рядом, и Он видит, что я делаю. Я осознаю, Бог рядом, и Он поможет мне сделать правильный выбор. Я осознаю, Бог не желает, чтобы я сейчас ошибся. Я осознаю, Господь всеми силами за меня. И Он допустил эту ситуацию не для того, чтобы меня уронить, посмеяться надо мной. Он допустил эту ситуацию, чтобы я принял правильное решение, был намного сильнее и еще больше убедился. Страх Господень работает, и Он нужен. Аминь. А что это так петухом я сказал аминь? Аминь. Удивительное дело. Еще одно место Писания. 2 Коринфянам. Апостол Павел пишет. Вроде бы апостол Павел, зачем тебе страх Божий? Ты и так знаешь все тайны и откровения Господни. Тебе-то зачем страх Божий? А он пишет так, во 2 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Он говорит, зная, не чувствуя, а зная, страх, что такое страх перед Господом?
Зная, что такое страх Господень, мы стараемся убедить других. Да? Посмотрите, какая у него интересная логика. Зная страх Господень, мы стараемся убедить других. То есть, если бы у меня не было страха Господня, я бы делал все, что угодно, то люди, которых я призываю последовать за Христом, могли бы мне сказать: а ты сам-то что? А ты сам-то следуешь этому пути? Но так, как он говорит, я знаю страх Господень, я знаю ограничения, которые в моей жизни есть, я могу открыто обращаться к людям и говорить: последуйте за Христом. Более того, могу сказать: последуйте за мной, как я следую Христу. И он это говорит, это благодаря только страху Господню. Страх Господень ограничивает меня, и страх Господень дает мне смелость такое сказать, и быть открытым к людям, и сказать: следуйте за мной, как я следую за Христом. Сильно? Богу хорошо известно, каковы мы. Богу все открыто. Это осознанное понимание. Бог рядом, Он видит меня каждый момент. Богу хорошо известно, каковы мы. И я надеюсь, что мы также хорошо известны и вашей совести. Я осознаю, что Бог знает обо мне все, потому что Он всегда рядом. И мне нечего бояться. Вы также знаете обо мне все. Мне нечего скрывать. Знаете, какая благодать приходит через страх Божий? Когда ты свободен перед людьми, перед Богом. И это делает страх Божий. Удивительное дело. Страх Божий не загоняет тебя в депрессию. Страх Божий не загоняет тебя в агрессию. Страх Божий не загоняет тебя в панику. Страх Божий дает тебе свободу, открытость и доверие. Кто бы мог подумать? Но для этого Господь создал это для нас понимание этого страха. Присутствие Бога всегда и везде рядом со мной. И еще одно место Писания, и потом я закругляюсь. Исайя, 11 глава. Исайя, пророк, пророчествует. И выйдет от корня Иессея побег. Вырастет из его корней отрасль. Пока ничего не понятно. На нем будет покоиться Дух Господа. Дух мудрости, Дух разума, Дух совета, Дух силы, Дух знания, Дух страха Господня. И 3 стих. «И будет страх Господень ему в радость». Не дух мудрости в радость, не дух разума в радость, не дух совета и силы в радость, не дух знания в радость. Дух страха Божьего Господня в радость. Скажите, о ком это пророчество? О Христе. Христос, а тебе-то для чего страх Господень? Потому что я человек. Я Бог, я человек. И как человек мне нужен Дух, который дает мне понимание присутствия моего Отца всегда рядом со мной. И я очень рад, что страх Господень есть на мне. Страх Господень мне в радость, говорит Иисус. Страх Господень вожделен мною. Я желаю, чтобы Он был в моей жизни. Он мне приносит радость. Он не ограничивает. Кто-то может сказать из мира: да вы, христиане, ограниченные люди. То нельзя, то все нельзя. О, да. Иисус меня ограничивает от многих-многих глупостей. Он ограничил меня от этой глупости
и от этого греха, от этого ненужного поступка, и от этих людей ограничил меня, и от того ограничил меня. Я очень ограничен, но я ограничен не сам по себе, не своим интеллектом, а самим Христом и страхом Господним. Радость мне. Вы когда-нибудь думали в таком ключе о страхе Господнем, что он должен быть тебе в радость? Когда-нибудь молился ли ты о том: Господи, научи меня страху Господню, чтобы он был мне в радость и желанным? Я желаю иметь страх Господень. Я радуюсь от того, что я осознаю Твое присутствие. Мне радостно осознавать, что на мне есть дух страха Господня, который охраняет меня по этой жизни, ограничивает меня по своей благой воле. Я думаю, сегодня для многих это будет первая молитва. Господи, научи меня страху Господню. Господи, пускай этот страх будет мне желанным. Пускай страх Господень будет мне в радость. Пускай, Господь, Твой страх ограничит меня от многих бед, чтобы, зная Твой страх, я не причинял боли людям, чтобы, зная Твой страх, я не причинял печали ни своим близким, ни далеким. Чтобы, зная Твой страх, я не делал вещи, которые огорчают Тебя, Господь. Даруй мне познание Твоего страха, научи меня. Давайте встанем на ноги наши. Если у кого-то есть на сердце именно эта молитва, молись. Говори это Богу. Это очень важно для нашего спасения. Это очень важно для нашего хождения в этом мире. Это очень важно, когда мы общаемся друг с другом. Это очень важно, когда мы общаемся с людьми из мира. Чтобы мы были открыты перед ними. Чтобы они не сказали: а ты сам-то как живешь? Насколько мы открыты перед ним. И Библия говорит, единственное, которое дает нам эту уверенность, эту свободу и открытость, это страх Божий. Осознание страха Господнего, осознание милости Божией, что я понимаю, Господь рядом. Всегда. Всегда. В любом месте, в любое время. Где бы я ни был, на людях или одинок я, один я или в толпе, один я или в народе. Что бы я ни делал, стою ли я, либо проповедую, делаю ли что-нибудь или не делаю, Он всегда рядом и всегда наблюдает. Он не наблюдает с чувством: ага, сейчас опять что-то натворишь. Он наблюдает с любовью. Посмотри на меня, я помогу тебе. Пока Петр не посмотрел в глаза Иисуса, он трижды отрекся от Него. Но когда он посмотрел в глаза Иисуса, он заплакал и пошел каяться. Если бы он до того, как посмотрел в глаза Иисуса, возможно, бы другая история была. Если бы Иуда посмотрел в глаза Иисуса до того, как, возможно, другая бы история в его жизни была. Предатель бы всегда нашелся, но Иуда бы сохранил свою жизнь. Прежде чем что-то сделать, принять важное решение в твоей жизни, остановись. Скажи: Господь, я знаю, Ты рядом. Дай мне принять правильное решение. Я не хочу подвести Тебя. Я не хочу, чтобы Ты печалился за то, что я сейчас сделаю. Нам не надо украшать это понятие страх Божий. Уважение, почитание Бога. Нет, есть страх Божий. Это явное ощущение присутствия Бога рядом. И возможность обратиться к Нему и сказать: Господь, это что? Шанс или искушение? Дай мне силы сделать правильный шаг. Помолимся.
Отец наш, триединый Бог, Великая Троица, приходим к Тебе во имя Иисуса. Приходим к Тебе, Господь, с просьбой, одной просьбой. У нас много просьб, но сейчас одна. Боже, Боже, научи нас Твоему страху, страху Господнему. Научи нас, Господь. Научи нас, Господь, жить так, чтобы мы всегда видели Тебя рядом. Всегда переживали Твое присутствие рядом. Научи нас, как Давид предлагает научиться этому. Как Павел говорит, я знаю, что такое страх Господень, поэтому могу говорить открыто и дерзновенно. Господь, научи нас страху Господнему. Научи нас осознанно поступать, Господь, исходя из того, что Ты рядом в нашей жизни. И еще, Господь, Ты говоришь, Ты, Иисус, радовался от того, что на Тебе был этот страх Господень, дух страха Господня. Ты радовался этому. Боже мой, мы хотим достичь этого, чтобы мы радовались от этого осознания. Ты рядом. Не пугались, не страшились, не ужасались, а радовались этому, что опять Ты, Господь, сохранишь нас. Ты опять подскажешь нам нужное решение. Ты опять удержишь нас от глупых решений, от глупых слов, от глупого поведения, от греховного решения. Господи, научи нас этой радости во имя Иисуса Христа. Дай нам переживать это всем своим существом во имя Иисуса. Господь, Ты видишь общину, Ты видишь, Господь, церковь, Ты видишь, Господь, каждого. Боже мой, нам всем нужно это осознанный страх Господень. Во имя Иисуса Христа. Осени всех этим духом страха Господня. Наполни, Господь, нас им. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что это Твоя воля. Это Ты сказал, что есть такое переживание страха Господня. Это Ты так устроил, Господь, что этот страх охранителен для нас, охраняет нас от многих вещей и помогает нам. И это Твоя воля. И мы молимся сейчас, стало быть, по воле Твоей. А Ты говоришь, все, что по воле Твоей, будет нам дано. Мы, Господь, хотим знать, возрастать и радоваться от страха Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.